В администрации главы и правительства Ингушетии прошло совещание по организации в республике весеннего призыва на военную службу. Участники заседания обсудили обеспечение явки военнообязанных, организацию медицинского осмотра и освидетельствования призывников, а также вопросы военно-патриотического воспитания молодежи и повышения престижа службы. В ходе беседы были определены основные инструменты, необходимые для своевременной и успешной организации мероприятия. Так, в частности, говорилось о повышении контроля и оповещения граждан, подлежащих вызову на мероприятия, связанные с призывом, чтобы у военных комиссариатов оставалось время на организацию взаимодействия с органами внутренних дел в вопросах установления их местонахождения. Если не представилось возможным вручить повестки в установленном законном порядке. Кроме того, было принято решение усилить информационную деятельность, направленную на разъяснение молодым людям и их родителям особенностей призыва, преимуществ службы в армии, условий поступления в военные вузы, дальнейших перспектив трудоустройства, карьерного роста, популяризации военно-учетных профессий, социального статуса военнослужащего, престижа сферы. В соответствии с требованиями федерального законодательства призывная кампания проходит с 1 апреля по 15 июля. Военнослужащие, призванные из Республики Ингушетия, будут проходить военную службу в различных городах России, от Новочеркасска до Мурманска. Мы должны отправить на весну, так же, как и было в прошлом году и осенью, 200 человек. Первую отправку мы планируем, уже отправляем 24 мая. В ходе весеннего призыва необходимо отправить войска водителей категории С в количестве 23 человек, обучающихся Ингушского регионального отделения ТСАП. В целях качественного проведения весеннего призыва 2022 года предлагаю: первое. Правительство Республики Ингушетия, Министерство образования и науки Республики Ингушетия, органы исполнительной власти, органы местного самоуправления совместно с военными комиссариатами Республики Ингушетия постоянно проводить в соответствии с пунктом 11 статьи 14 Федерального закона о воинской обязанности военной службы работу по военно-патриотической работе, воспитанию граждан. Обязать глав муниципальных образований, представителей призывных комиссий муниципальных образований организовать 100% оповещения граждан, подлежащих призыву на военную службу, и обеспечить явку призывников на мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу. По прошлому году я скажу, значит, очень часто у нас что происходило? Вот он пришел, все, готовый, здоровый, приходит на призывной пункт для отправки, у него температура на 1 градус выше. Все, не поехал парень. Поэтому тут вот все настолько тонко это. Тогда еще, видите, у нас и пандемия, конечно, очень сложные были условия. У мальчика 15 лет есть прописное свидетельство? Нет, все, дальше все понятно. А у нас у всех было, кто постарше. Мы проходили каждую весну, да. Речь идет о мальчиках, не только обо всех, а тут уже готовим. Чем мы раньше начнем за 5 лет готовиться к службе в армии, тем лучше будет. Давайте готовить приказ такой по республике. Так, вот 10 военком озвучил хороший, все остальные предложения вносим. Вот хороший пункт назвал господин Нестоев, что надо повышать авторитет и армии, призывников, военкоматов. И нам, наверное, какую-то, может быть, не знаю, серию передач снять сейчас. У нас же тоже герои там есть сейчас уже, ребята. Что можно показать своим комам, проговорить, о ком-то рассказать и родителям это, и поднять авторитет и армии, и призыва.